Добрый день, уважаемый Егор Афанасьевич. Сегодня в студии программы «Главный вопрос», передачи, которая составлена по тему, для которой выбирает население республики, читатели сайта ЯСИА, зрители телеканала НВК «Саха». Мы поговорим с вами о поддержке малоимущих граждан, слоев населения, о людях, чей доход на уровне прожиточного минимума. Тема, которую ее подсказали наши читатели, тема очень серьезная. Мы рассчитываем, что вы ответите на ряд вопросов, которые поступили в адрес сайта ЯСИА. И предлагаю начать, собственно, вот с АЗОВ, с того, кого вообще государство считает малоимущими гражданами, какой механизм разработан, чтобы точно определять, есть ведется ли реестр граждан, которые нуждаются в социальной поддержке со стороны государства. Добрый день. Тема, которая выбрана сегодня, конечно, очень серьезная, актуальная. И мы на эту тему будем в последнее время очень много говорить и заниматься этой тематикой. Почему? Потому что мы определили, что приоритетами органов власти в эти годы будет, прежде всего, конечно, создание новых производств, развитие места производства. И второе – это борьба с бедностью. Слово «бедность» оно достаточно сложное по произношению, по восприятию, по содержанию. И в некотором роде и политики и стараются как-то пренебрегать этим понятием. Но я думаю, что нам необходимо всегда вещи своими именами называть. И в Республике Саха-Якутия я официально объявил о том, что есть бедность, и надо бороться с этой бедностью. А что понимается под бедностью, то сегодня мы говорим, есть определенные социальные индикаторы, которые формируются, исходя из минимальных определенных требований. В частности, есть так называемый минимальный уровень заработной платы, есть такое понятие прожиточный минимум, это минимум товаров и продуктов, которые должны обеспечить как бы самую минимальную потребность для проживания. И вот эти индикаторы, они разрабатываются через определенную методику с учетом реальной ситуации, и по ним мы должны свериться. Мы говорим о том, что бедным считаются те люди, бедными, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума. То есть они не могут обеспечить своими доходами тот уровень проживания, который требуется для жителей Якутии. Этот показатель у нас всегда выше, намного выше, чем среднероссийский показатель. Это естественно, потому что Якутия это с большими затратами, с большими расходами. Поэтому, например, прожиточный минимум в Якутии более 2 раз больше, чем среднероссийский показатель. Так и должно быть. Что происходит сегодня? Сегодня в Якутии людей, которые имеют доходы меньше, чем прожиточный минимум, проживает 18% населения. Это, конечно, те люди, которые мы как раз считаем бедными. Они являются той категорией, которые сводят концы с концами, им очень сложно жить. И, конечно, из этого и вытекает сама политика социальная в республике. Это во-первых. Во-вторых, сегодня речь идет и о уровне зарплаты. Это Якутия, это единственный субъект Российской Федерации, который минимальный уровень зарплаты подводит к прожиточному минимуму. Мы говорим о том, что в Якутии минимальный уровень зарплаты не должно быть ниже прожиточного минимума. Это единственный субъект, который в Российской Федерации определил такой механизм. Конечно, это очень большая нагрузка для бюджета республики, очень большая нагрузка для расходов по социальной политике, но мы вынуждены идти на то, чтобы защищать людей. Другого варианта нет. Конечно, у нас минимальный уровень зарплаты и минимальный уровень прожиточный минимум, они как бы сопоставимы. Сегодня для трудоспособного населения формируется примерно где-то
16 тысяч 800 с лишним рублей по итогам третьего квартала 2016 года. Это очень маленькая сумма, но она такая, что считается в Якутии обеспечивает прожиточный уровень. Но вот меньше этих доходов имеет 18% населения. Когда мы формировали задачи 2017 года, определили, что одним из главных задач, которые должны заниматься органы власти, и муниципальные, и республиканские, это борьба с бедностью. Что это такое борьба с бедностью? Конечно, это прежде всего повышение уровня доходности населения. Каким образом? Это целый пласт вопросов, это целое мероприятие, по которым нам надо заниматься. И самое главное, я должен сказать, что это программа долгоиграющая. Это задача долгоиграющая. Это не этим только годом. Мы в этом году только начинаем эту работу более серьезно и будем дальше продвигать и решать эту задачу. Егор Афанасьевич, в кризис вопросы борьбы с бедностью обостряются, то есть их сложнее решать, растут цены на товары первой необходимости, на услуги. Ну и вот наши читатели, люди спрашивают, как все-таки будет индексироваться, будет ли повышаться заработная плата, в первую очередь у бюджетников, у других слоев населения. Но в бюджете 2017 года повышение зарплаты для бюджетников определенной суммы заложено. Этим мы будем заниматься. Да, но главный вопрос, вот когда говорят борьба с бедностью, некоторые предполагают, что для всех автоматически заработная плата повысится. Я думаю, что сегодня все-таки нам необходимо обращать внимание к тем категориям населения, которые имеют как бы минимальный уровень оплаты труда. Низкую заработную плату. Да, кто имеет низкую доходность, кто имеет сегодня проблемы с работой, занятостью, вот здесь мы должны помогать. А так автоматически повышать высокооплачиваемые категории бюджетников или по ним работать мы пока не предполагаем. Нам необходимо заниматься тем уровнем, который как раз беспокоит наших людей и который приводит вот так называемые бедные категории населения. То есть подтягивать тем, кому действительно тяжело, да, вот это вопрос. Не может увеличить свою доходность. Но есть определенная проблема, к сожалению, методика повышения зарплаты, методика формирования, она больше всего как бы разрабатывается федеральным органом власти. И они не учитывают особенности территорий, не учитывают особенности учреждений, в которых работают наши, скажем, медики или врачи, или учителя, или в детских учреждениях няньки, воспитатели. Они же с учетом того, что сегодня в республике заработная плата руководящего состава и даже врачей, учителей, воспитателей выше, то разница между низкооплачиваемой категорией, там нянек или подсобных рабочих, очень разнится в разы. Это сложно воспринимается, и при этом, конечно, создают определенную социальную напряженность. Ну вот, мы понимаем, что наиболее уязвимые категории граждан среди малоимущих – это семьи с детьми, многодетные семьи. Вот, как здесь правительство, как вы работаете в этом направлении, чтобы все-таки их поддержать, чтобы они чувствовали свою защищенность со стороны государства? Вот последние 3 года я постоянно ставлю перед руководством правительства республики, перед социальным блоком министерства о том, что мы достаточно ощутимую помощь оказываем в общих объемах денег нашим так называемым требующим социальной поддержки категории населения. Смотрите, что получается. В 2010 году на социальную поддержку из бюджета республики мы расходовали 4 миллиарда рублей. Сегодня расходуем 8,5 миллиарда рублей. То есть более 2 раз мы повысили зарплату, но при этом как бы вот эта разница по поддержке, повышения, она не ощущается. Почему? Потому что у нас, я не скажу, что это плохо, но
С другой стороны, льготники в республике составляют очень огромное количество. Но они как бы не выделяют особо нуждающихся. Поэтому у нас есть, например, такие льготы, вот, например, для меня, например. Я получаю льготу как почетный донор. Но почетный донор, я с высокими доходами, мне это, например, скажем, 5 тысяч или 6 тысяч или... Погода не сделает в вашем бюджете. Погода не делает. А для тех, кто получает низкую доходность, например, это очень ощутимо. То есть речь идет о чем? Речь идет о том, что нам надо персонифицировать это льготы, это помощь тем понятием, таким понятием, как нуждающийся. Вы такую задачу ставите? Да, такую задачу мы поставили, и эта работа как раз в этом году и начнем. А что такое формирование список нуждающихся людей? Это непосредственно надо работать с людьми, непосредственно видеть на местах, кто нуждается. И составлением этого списка раньше занимались так называемая служба социальной политики. И они, честно говоря, не охватывали и не могли охватить физически все население республики. Поэтому и получалось так, что этот список так и не формировался, особо остро нуждающийся. И исходя из этого, в этом году я дал поручение, то есть по формированию списка остро нуждающихся, персонифицировать, составлять списки, порученные главам поселений. Они лучше знают, кто нуждается. Это особенно, конечно, многодетные. Это те семьи, которые, к сожалению, показали трудные жизненные условия. Есть определенные асоциальные категории населения, по которым надо постоянно работать. И исходя из этого, сегодня главы поселений получат полномочия определенные, которые имело до сих пор Министерство труда и социальной политики в этом плане. Вот эту работу мы в первом полугодии завершим. Ну, главы поселения ведь работают на земле, это логично. Они знают тех людей, они лично их знают, они живут рядом с ними. Вот многодетные семьи. Многодетные семьи. 3 ребенка имеют, 13 детей имеют. Они оба считаются многодетными. Но там, где 13 детей в семье, конечно, они остро нуждаются в поддержке. А кто имеет 3 детей, но имеет работу, это уже имеет средний доход, как семья, как работающие люди, например. Поэтому к многодетным тоже будем относиться особо. Нам необходимо создать определенные условия самозанятости населения. То есть особенно это в сельской местности. И этим вопросом будем тоже заниматься. Ну вот как раз наши читатели из Наслегов и из Улусов и спрашивают, какие будут какие программы, что правительство, что вы лично планируете сделать именно по отношению к селянам. Чуть более подробно об этих планах. У нас вопросами занятости сегодня на государственном уровне занимается уже Государственный комитет по занятости. И им дано уже поручение о том, что организации самозанятости или со стороны Министерства труда и социальной политики заключение социальных контрактов, это все будет организовываться на уровне поселения. Определенные полномочия получит поселение, финансовое обеспечение будет идти через это министерство, и люди будут, во-первых, как получается. Вот есть такие примеры, есть асоциальные, то есть есть семьи, где глава семьи пьянствует, своей семье не помогает. Вызывает, раньше этими семьями, занимались органы социальной политики, они писали заявление о том, что хотели бы создать производство. И они обращаются за получением кредита, не кредита, а субсидий на приобретение скота и говорят, мы будем заниматься, личным подсобным хозяйством. Им выделяются деньги. Они покупают на эти деньги скот и начинают заниматься. А потом через определенное время или наоборот, ничем не занимаются, идут и эти деньги тратят просто. Потом через 2 года приходят
опять то же самое просят. Денег нет? Денег нет, поэтому если мы это полномочия передадим поселениям, то поселения они знают. И мы в обязательном порядке решили включить в решение этих проблем еще общественные организации, типа ТЕЛБ или территории общественной самоорганизации. И они, конечно, знают, кто чем живет, кто чем дышит. И они бы могли взять под общественный контроль, поселение взяли бы под муниципальный контроль, и они могли бы требовать этой семьи, например, получили деньги на самозанятость, на организацию личного подсобного хозяйства, или заключили социальный контракт, то им деньги выделяются, эта семья и общественность будет контролировать. В этом плане сложнее будет этой семье тратить деньги пустую или куда-то на другие цели. Поэтому сегодня вот эта работа будет все передаваться, насколько возможно, поселению. То же самое по другим субсидиям. Вот мы в Министерстве сельского хозяйства дали задание в этом году 100 миллионов рублей, то есть каждому поселению по 1 миллиону рублей дать 100 поселениям, где на эти деньги будет приобретаться скот или лошади, для того, чтобы такие семьи, которые нуждаются в самозанятости, занимались созданием фермерских или личных подсобных хозяйств, чтобы получать какие-то доходы. И то же самое, это все работа будет вводиться через поселение. Иначе контролировать мы не можем. Вот эта работа будет дальше двигаться, и мы, конечно, в этом году начнем в пределах той суммы, которую определили для себя в 2017 году. Но при этом будем более целенаправленно расходовать. Но с другой стороны, я дал поручение, что в 2017 году опробируем, введем, а в 2018 году эту цифру помощи удвоим. То есть увеличим еще два раза. Поэтому думаю, что со следующего года люди, которые нуждаются в такой поддержке, будут ощущать. Ну, этим же самым, Егор Афанасьевич, вы повышаете ответственность и поселений, то есть самого близкого к людям уровня власти. Да, конечно. Плюс подключаете общественность, это тоже очень важно для вас, как для руководителя субъекта. Вы постоянно подчеркиваете роль общественности, что она должна возрастать и в контроле тех инициатив, которые предпринимает государство. Вы должны понимать, что в сельской местности общественность очень активна. Они активно ей помогают, активно поддерживают, но при этом активно контролируют. Да. Это очень важно. Егор Афанасьевич, вот к 2020 году президент Владимир Владимирович Путин поручил, ну, по сути дела, принципиально продвинуться в решении вопроса борьбы с бедностью. Все-таки вот если резюмировать, какие меры Якутия в целом предпримет к этому времени, к этому периоду времени, или, может быть, к столетию республики, которое будет в 2022 году отмечаться? Наверное, пожалуй, не меры. Меры мы уже принимаем, по мерам мы работаем. Вот я некоторые мер рассказал. Это касается не только сельской местности, это касается и городского населения. Насколько возможно, мы будем поддерживать. Конечно, главное из них это повышение доходов через занятость, через работу. Соответственно, и зарплата будет повышаться и по предприятиям, в том числе и по бюджетным учреждениям, поддержка будет повышаться, но при этом главная цель, конечно, это сокращение бедности. То есть речь идет, наверное, о результате. Какой результат будет достигнут? Говорить о том, что потому что жизнь каждым годом дорожает, соответственно, инфляция идет, это закон рынка, поэтому наша задача вот эту бедность сократить до минимума. Я думаю, если к столетию республики брать, то у нас из этих 18%, я думаю, останется 5-6% так называемой категории бедных. Это, я считаю, очень большим достижением будет, если мы этого добьемся. Но тогда там уже останется немного времени, чтобы ликвидировать бедность. Полностью это явление искоренить. Да. Ну, это очень серьезные цифры, Егор Афанасьевич, потому что столетие буквально через 5 лет. Да. То есть вы, как руководитель, как глава семьи, считаете, что, в принципе, лично считаете, что это явление можно, это социальное явление можно победить, оно преодолимо, одолимо, так сказать. Потому что мы базовые показатели заложили, очень правильно. Да? Если Российская Федерация заложили минимальный уровень жизни около 9 тысяч рублей, то у нас уже около 17 тысяч рублей.
Или пенсия средняя у нас 16 680 рублей. Это тоже очень хороший показатель. Мы просто должны подтягивать, поддержать. В этом случае нам легче будет добиваться, чем, скажем, среднероссийский показатель. Спасибо, Егор Афанасьевич, что ответили на наши вопросы. Сегодня мы говорили о таком социальном явлении, как бедность, как борьба с бедностью, как защита малоимущих слоев населения. Мы поговорили о том, что делает республика в этом направлении, чем мы отличаемся от других субъектов Федерации, какие у нас перспективы. И глава республики уверен, что к столетию, к 2022 году мы снизим вот этот порог, который сейчас составляет примерно 18% населения. Далее ждем вас на следующих выпусках нашей программы «Главный вопрос». Спасибо. Сегодня мы говорили о таком социальном явлении, как бедность, о борьбе с бедностью, о тех усилиях, которые предпринимает правительство в этом направлении. И глава республики Егор Афанасьевич Борисов пообещал к столетию республики, к 2022 году, снизить уровень бедности с 18 нынешних до 5%. Оставайтесь с нами в программе «Главный вопрос». Смотрите ее на информационном портале ЯСИА, телеканале НВК Саха, а газетные версии читайте в самых тиражных газетах республики Якутии и Саха-Сире. Всего доброго.